Дорогие друзья, мы продолжаем нашу рубрику «Картины на карантине» и с нетерпением ждем, когда двери нашего музея распахнутся для вас, наши дорогие посетители. И сегодня мы с вами находимся в зале искусства Якутии, и речь пойдет о творчестве Михаила Михайловича Носова. Михаил Михайлович принадлежит к замечательной плеяде художников старшего поколения, которые стояли у истоков зарождения и становления профессионального изобразительного искусства Якутии. Он прожил долгую жизнь, 73 года, наполненную беспрестанным трудом и творческим горением. Оригинальный и самобытный художник оставил после себя довольно уникальное наследие, и сегодня в кругу не только специалистов он известен не только как талантливый художник, живописец, график, но и как ученый, этнограф, музеевед, исследователь материальной культуры народа Саха. И сегодня как никогда актуальна проблема сохранения традиций, творчество Носова приобретает особую ценность. Наш музей обладает достаточно обширным наследием этого художника и включает как живописные, так и графические произведения. Он работал в самых разнообразных жанрах. Это пейзаж, натюрморт, сюжетно-тематическая картина. Михаил Михайлович долгие годы состоял членом научно-исследовательского общества «Сахак-Искеле. Будущее якутов», которое ориентировало местных художников на создание произведений историко-этнографического содержания, показывающих красоту и богатство материальной культуры народа, его художественное наследие. Творчество Михаила Михайловича 1940-х годов отмечено пристальным вниманием к историко-легендарным и фольклорным сюжетам. Он открывает для себя идеальную тему, панораму прошлой жизни народа, создавая такие произведения, как «Первые засельники Лены», «Отправка в поход древних якутов», «Борьба эпических богов», «Древние жилища якутов». И сегодня я хотела бы рассказать вам про картину, которая находится в данной экспозиции «Танец древних якутов». В картине художник воссоздает картину мира, соответствующую архаическому представлению о мироздании, сохраняя стилистику красочного языка якутского эпоса Аланхо в соединении с изысканным узорочьем орнаментики. На фоне сказочного пейзажа изображены якуты в старинных праздничных одеждах, ведущие хороводный танец вокруг священного дерева Алгукмас. Ствол дерева, устремляясь кверху, принимает причудливые очертания и заканчивается на кроне распускающимися бутонами цветка. Среди узорчатой листвы, переходящей в растительный орнамент, резвятся ичи, духи-ангелы, и гнездятся птички. Как и воспевается в Аланхо, цветущее благоухающее дерево, знак небесной и земной благодати, озаряет людей счастьем, вечным изобилием и неувидаемой красотой. Форма хоровода, кругового движения, соединения встречается в хореографии всех народов мира, символически обозначая целостность этноса, мира, космоса. Так вели себя еще наши древние предки, зажигая костры и в танце воскрешая энергию своего мира. Картина написана в 1946 году и отражала, конечно, радостное мировосприятие послевоенной поры. Здесь художник акцентирует единение народа не только как целостность, защищенность, но главное, как противопоставление разобщенности, одиночеству, вражде. Дорогие друзья, я поздравляю вас с национальным праздником Эссех и желаю от всей души вам и вашим близким мира, добра, процветания. И говоря словами великого Аланхо, со стороны среднего мира пусть к вам беда не пристанет, со стороны верхнего мира пусть холодный сквозняк вас не продует. Восьми нашим Аим молясь, верховным своим Аи почитая, в среднем мире навеки прочно обоснуйтесь. Да будет так.